Мы не просим, мы наши обязанности не перекладываем вам, что вы обеспечивали порядок безопасности. Для того, чтобы, значит, с вашей стороны проводили профилактические беседы с вашими соотечественниками. Лучше всего не приступать к закону, чем потом жалеть. Об этом говорит в Рио заместитель министра МВД по Ингушетии Багамед Мамаев. Представители диаспоры в регионе проживают дружно и должны вести профилактические беседы со своими земляками, которые приезжают в регион. Попрошу просто довести информацию в целях не допустить, предупредить, но в крайнем случае пресечь любые противоправные деяния. Если как у нас получается, кого-то за какое-то противоправное деяние мы, значит, задержим, вы же сами обратитесь. Да. Понимаете? Вот вопрос. Не надо до этого довести. Если есть какая-то информация, даже на первый взгляд, пусть она будет не такой значимой, доведите, пожалуйста, до нас. Встреча проходит в формате вопрос-ответ. Здесь представители всех диаспор, проживающих в республике. Многие признаются, что осуждают противоправные действия, совершаемые земляками. К примеру, попрошайничество. Вот они не с наших, живут они там, они приехали с Индии 120-130 лет тому назад, получили гражданство и все так. Сейчас ходят и везде позорят нашу нацию. Как говорят, как-то надо с вами вместе действовать, чтобы решить этот вопрос. Россия многонациональная страна. Только в Ингушетии в мире и согласии проживают более 70 национальностей. Багамед Мамаев отмечает, что все мы одна большая семья, которая еще в годы Великой Отечественной войны доказала единство и силу. Наши деды-отцы в годы Великой Отечественной войны воевали вместе. И были мы все наши. И таджики, и узбеки. Я же сразу сказал, это не упрек. В каждой семье есть. Говорят, в семье без родов не бывает. Я извиняюсь за такой сленг. Все эти наши люди. Ну, вопрос какого характера? Ну, надо на своем уровне в любом случае воздействие оказать. Особое внимание вопросам профилактики и разъяснительных бесед уделяет и Миннац региона. Самое основное, это, конечно, это то, что вы сказали, это, конечно, это профилактическая работа, разъяснение, объяснение. То есть, на самом деле, душой и сердцем надо повлиять на эту ситуацию. Именно вам, руководителям диаспоры. Поэтому мы отдельно с вами проведем совещание. Что касается, значит, взаимодействия миграционной службы, мы тоже с вами, товарищ полковник, мы с вами тоже это взаимодействие построим. Профилактическую работу необходимо проводить со всеми приезжими иностранными гражданами, отметил начальник управления по вопросам миграции МВД по Ингушетии Андрей Петрашов. Неотвратимость наказания здесь 100%. И уйти от закона от сотрудников полиции, сотрудников миграционной службы, сотрудников Центра противодействия экстремизму по их линии работы не получится. Здесь как бы на особом контроле и все силы полиции здесь направлены на что? На защиту и охрану жизни, здоровья и общественного порядка жителей республики. Регион небольшой, и поэтому здесь они все как на ладони. Поэтому как бы в рамках бесед доведите, что самая наша задача как полиция по критериям иностранных граждан. Понятно, что мы их не делим по национальным признакам, еще раз повторюсь, у преступника нет национальности. Но здесь они должны четко понимать, что они должны чувствовать себя как дома, но не забывать, что они здесь в гостях. Каждый иностранец должен вовремя встать на учет и получить патент на трудовую деятельность. Срок постановки, когда гражданин пересек границу, у него есть неделя для того, чтобы обратился в подразделение по вопросам миграции, заявил о своем месте пребывания. Согласно договоров у нас Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия имеют 30 суток, Таджикистан и Узбекистан имеют срок 15 дней. То есть им немного увеличили. Для чего? Потому что они больше, как все, в большинстве знают русский язык, соответственно, найти место пребывания, но в обязательном порядке уведомить правоохранительные органы, что они приехали, как правильно сказал у нас представитель азербайджанской диаспоры, чтобы мы понимали, кому он приехал, с какой целью он здесь находится и какие, кажется, его планы в дальнейших действиях.
Иначе иностранцев будут штрафовать и выдворять за пределы страны. Так или иначе, перед законом абсолютно все равны. И здесь не имеет значения какой-то национальности. Каждый будет отвечать за свои действия по всей строгости. Зелимхан Калоев, Магомед Эскиев, Новости 24.